Добрый вечер. На ТНВ новости в субботу. В студии Альбина Слугараева. Вот о чем расскажем сегодня. Люди – дело. На этой площадке мы практически со всей России предприниматели собираются. Предприниматели татарских сел в Казани. Что их волнует и какие новшества предлагают. Об этом Рамиль Шайдуллин. Научат осетра разводить и грибы выращивать. Есть идеи, есть где развиваться, он назвал свои недостатки. С чего сегодня начинающие фермеры со всего Татарстана приехали в Лаишевский район, знает Сергей Хайдаров. Пришли сказать, что нужно переезжать. Мы, как власти, обязаны обеспечить безопасность этих граждан. Что происходит в Зеленодольске, узнал Дмитрий Аринин. Сложный грим и трюки от режиссеров татарстанского кинематографа. Многие люди, независимо друг от друга, сказали, что это очень добрый фильм. Фильм «Водяная» вышел в широкий кинопрокат. Оправдались ли ожидания зрителей? Алия Хайрудинова. Сельскому бизнесу помочь с продажами. Рустам Минниханов сегодня предложил создать специальный центр. Он будет курировать торговые отношения между фермерами татарских сел страны. Идея прозвучала на пленарном заседании Всероссийского схода. В Казань приехали больше 800 участников из 39 регионов России. Где они сегодня продают свои товары и куда идти дальше, Рамиль Шайдуллин. В центре внимания деловые селяне. Больше 800 участников со всей страны. Каждый производит свой продукт. Рашид Санзяпов привез колбасы, уже знакомые Татарстану, хотя и делают их в соседней республике. Татарстан у нас в агропромпарке и рынок московский на сегодняшний день. Две точки. Как работать на селе, в шутку спрашивают и начинающие медиаперсоны. Для гостей из регионов России презентация Шаян ТВ. Канал связал всех татаро-говорящих детей планеты. И медиа лишь один из видов представленных сегодня продуктов. Собственно, чем занимаются предприниматели, видно здесь же на выставке все. От произведенных ими продуктов питания, здесь колбасы, сладости или выпечка, до книг или вышивки. Кто и в чем достиг мастерства. Вот это урбеч, натуральная ореховая паста. В Казани тоже представлен. По словам бизнеса, спрос на их товар есть и за рубежом, но продавать получается с трудом. Вариант решения предложил Рустам Минниханов – создать отдельную структуру, которая будет помогать в реализации. Создать специальный центр в Минсельхозе, чтобы как-то взаимодействовать с предпринимателями. Считаю, что нужно создать орган, который сможет собрать все эти проблемы и решить их, говорит президент. Этому поможет и электронная торговля. Но будет ли с ней связан новый орган, пока без подробностей. Зато больше известно о производимых ими халяльных продуктах, медицине, косметике и фармацевтике. О них подробнее поговорят на их возможной будущей встрече Казань-саммите. Рамиль Шайдуллин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. В Лаишево же сегодня показали пример успешного предпринимательства. Ученики школы начинающих фермеров побывали на рыбном и грибном комплексах. Как придумать оригинальную идею своего дела и как ее воплотить, Сергей Хайдаров. Вода круглосуточно фильтруется и поступает обратно в рыбу. Как менять воду в бассейнах, долго ли растет рыба и какова рентабельность? Сюда начинающие фермеры приехали за опытом. К примеру, Артур Тизидинов задумал открыть подобную ферму в Альметьевском районе. Планирую тоже взять озера в аренду и запускать запускать буду карпа. Вот он, красавец сибирский осетр. В этом бассейне рыбки проводят около года, пока они наберут вес килограмм. Этот осетр весит примерно килограмм, поэтому скоро его будут уже продавать. Едят рыбы исключительно немецкий корм. Российский не дотягивает по качеству, говорит руководитель хозяйства Ильнур Батаршин. Начиналось все с разведения рыбы в гараже в 2012-м, а уже сегодня она на многих прилавках крупных торговых сетей. Кластер, который еще на сегодняшний день не занят, то есть есть идеи, есть где развиваться, он назвал свои недостатки. Сложности с кормами, сложности со специалистами, с которыми можно проконсультироваться. То есть опыта выращивания осетровых в Татарстане, наверное, такого большого и не было. Ну а сейчас мы находимся уже в грибной камере, в том же Лаишево. Здесь выращивают шампиньоны, и, как видите, они растут в специальном компосте. Чтобы обеспечить им одну камеру, нужно около 300-350 тысяч рублей. Ну а получить с нее можно сразу 3 партии грибов.
Шампиньоны в Лаишево растут уже 2 года. Они востребованы в казанских и челнинских магазинах и ресторанах. Конкуренции в этой области в республике почти нет, но это не делает бизнес легким, говорит Сергей Новиков. Температурный режим, влажность, СО2, человеческий фактор, санитария. И если все соблюсти, то можно собрать хороший урожай. Хороший урожай – это 5 тонн с одной камерой. Всего их 5, но так бывает не всегда. Случаются провалы. Как не допустить ошибок, где взять деньги, если есть идея. Этому и учит школа предпринимателей. Не было до этого определенных площадок, которые готовили бы молодых ребят участвовать в грантовых заявках как федерального, так и республиканского значения. Уже совсем скоро участники школы смогут применить новые знания у себя в районах. Она завершит эту смену завтра. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Лаишевский район. А вот уже о бизнесе с женским лицом говорили сегодня в Нижнекамске. Здесь прошел деловой форум. Приглашены были и действующие бизнесвумен, и те, кто только хочет открыть свое дело. Тут же дамам презентовали и Центр поддержки самозанятых, рассказали о преимуществах и возможностях статуса. О красивом бизнесе далее. Сердце и деньги как совместить? Ответы на такие действительно важные вопросы, личные истории, лайфхаки и просьбы о помощи. В зале «Аншлаг». Здесь декретницы, многодетные мамы, уже успешные и только начинающие бизнесвумен. Задумайтесь, у нас у женщин есть законное право на обнуление и перезагрузку. Перезагрузилась в декрете и Дина Большакова. Начала варить мыло. Считает, работа ее творческая. Сегодня в статусе самозанятая она, получая удовольствие от работы, приносит пользу республике, оплачивая налог. Я считаю, что все должно быть честно. То есть, если я зарабатываю, я плачу налог, я моя совесть чистая перед государством. И плюс к тому, я знаю, что эти деньги, они также пойдут на развитие нашей республики, я так слышала. Тут же дамам презентовали Центр поддержки самозанятых. Он существует буквально месяц, но обращений поступила масса. Даже из других городов интересуются регистрацией, юридическими тонкостями и делятся экономическими страхами. В контексте появления нового налогового режима на профессиональный доход, да, я про самозанятых сейчас, мы говорим о том, что эти затраты можно, скажем так, оптимизировать. И вход в бизнес будет совершенно другой, с меньшим количеством страхов. Сегодня форум прошел впервые, и многие присутствующие высказали пожелание сделать его традиционным. Возможно, женщины сегодня получили помощь и вдохновение, и бизнеса с женским лицом в Нижнекамске станет больше. Альбина Слугараева, ТНВ, Нижнекамск. Закончить ремонт до начала отопительного сезона. Конкретные сроки по капремонту жилья сегодня на республиканском совещании поставил Рустам Минниханов. До наступления холодов отремонтируют более 900 многоквартирных домов. Активно идет строительство и реконструкция социально-культурных объектов. В этом же году запустят и новые проекты. Уличное освещение, обеспечение водой населенных пунктов и замена котлов в бюджетных учреждениях. В населенных пунктах появится 14 километров подводящих газопроводов. Непростая работа. И насколько мы будем системно подходить к тем вопросам, которые сегодня у нас есть, по водоснабжению, по теплоснабжению, по работе с отходами, значит, другие вопросы, вот от этого будет зависеть и настроение людей. Пришли сказать, что нужно переезжать. В Зеленодольске судебные приставы начали вручать жителям аварийных домов уведомления о выселении с последующим переселением в новые квартиры. Напомним, программа расселения из аварийного фонда завершилась еще 2 года назад. По ней 200 тысяч человек по республике получили новое жилье. Однако в Зеленодольске остаются 82 семьи, которые отказываются покидать старые дома. Дмитрий Аринин узнал их судьбу. Вечерний визит приставов вызван тем, что все сроки ожидания вышли, и аварийщикам все же нужно переехать. Дверь в подъезд открыла соседка тех, кому пришли. Семья в первой квартире дома на улице Парадская стала одной из первых в списке исполнительных производств. Дверь приставам никто не открыл. Уведомление прикрепили к двери и в доказательство сфотографировали. К соседке у приставов пока вопросов нет, но так как она тоже продолжает жить в аварийном доме, уведомление, скорее всего, ждет и ее. Хотят вогнать в ипотеку, которую я никак не потяну, никак я не могу. Я могу платить коммунальные услуги. Отметим, большинство жильцов этого дома уже переехали. В окнах темно, лампочка в подъезде не горит, а у одной из квартир дверь нараспашку. Возможно, здесь уже побывали мародеры. Чья-то брошенная квартира здесь. Никого нет. В этот вечер приставы посетили еще 2 адреса. В домах никого не было. Уведомления оставили в дверях. Фотофиксация является доказательством, что судебные приставы приходили, в двери оставили. Ну,
естественно, продублируем по почте. Сейчас у зеленодольских приставов 134 таких исполнительных производства. Это 47 адресов. Как объясняют, людям дадут сначала 5 дней для добровольного переселения, потом штраф и принудительный переезд. Приезжаем по адресу вместе с представителями исполнительного комитета. В данном случае они являются взыскателями. Проводим исполнительные действия по вскрытию помещения, из которого должник должен быть выселен. Описываем данное имущество и перевозим в то помещение, которое указано в исполнительном документе, куда должник должен был переехать добровольно. В Зеленодольском районе аварийными признали 190 домов. Это более 2000 помещений. Большинство участников программы благополучно переехали в новые квартиры. Вот эти дома. 82 семьи продолжают подвергать себе опасности. Придется покинуть помещение всем семьям, которые остались и проживают в аварийном жилье. Эта ситуация неизбежна. Работа ведется только по жилым домам, которые реально являются аварийными. Мы, как власти, обязаны обеспечить безопасность этих граждан и переселить их в те новые квартиры, которые построены для них. Как добавляют в Минстрое, за всеми аварийщиками закреплены новые квартиры. Это не только Зеленодольск. По соципотеке можно переехать и в Салават, Купере. Дмитрий Айринин, Алмаз-Зайдинов, ТНВ, Зеленодольск. Сегодня назвали имена студентов-победителей Республиканской премии «Достижение года-2018». За республиканскую премию поборолись 160 человек в 16 номинациях. Каждый третий здесь участник конкурса WorldSkills. Есть и массовые номинации на самый творческий коллектив или студенческий совет общежития. Студенты представили проекты творческих мастерских, а советы общежития подготовили ролики о студенческой жизни за пределами колледжа. Новая номинация – гран-при для тех, кто успевает во всем и в науке, и в обществе. Победитель может пройти стажировку за границей. Нас поддержал лично Рустам Нургалиевич Миниханов, когда мы попросили поддержать этот проект и увеличить масштабы. Сейчас это проходит в 1000-м зале. Видите, масштаб был полностью ребрендинг не только снаружи, но и внутренних конкурсных программ. Добавилась номинация «Профессионал года». Уже с первого курса участвую на различных конкурсах, проектах и конференциях различного уровня. Это, допустим, каждый год я стараюсь ездить в какой-то другой город, Москва, Санкт-Петербург. Выигрыш в конкурсе «Достижение года 2018» позволит мне заявить о себе. Сегодня исполнилось ровно 5 лет крымскому референдуму. Тогда почти 97% проголосовавших высказались за воссоединение Крыма с Россией. И начался новый этап развития, куда подключились регионы страны. Они помогали как всему полуострову, так и закрепленным подшефным районам. Татарстан курировал Бахчисарайский район, где проживают много крымских татар. О вкладе республики Елена Веселова. Эти издания уникальны, так как они все изданы впервые. Уже 20 томов научно-популярной литературы издали ученые созданного Крымского научного центра. Он является филиалом Татарстанского института истории. Наши специалисты помогают раскрывать подлинную историю полуострова, его памятников и самих крымских татар. Самое главное, что показать, что Крым – это часть большой великой российской истории. И это осознание, оно приходит к людям, и это подтверждается всеми документами историческими и нашими научными трудами. Татарстанцы помогли обрести Крыму и его главный документ – Конституцию. При ее написании учли многие принципы основного закона нашей республики. Как вспоминает один из разработчиков Шакир Ягудин, на ее создание ушло 2 недели. Работа шла, можно сказать, денно и ночно, с утра до позднего вечера. Конституция получилась компактной, 95 статей. Напомню, в нашей Конституции Татарстана 126. Из опыта Татарстана была воспринята норма о том, что органы государственной власти Республики Крым в своей деятельности учитывают исторические, национальные, культурные и иные особенности республики. Это очень важный момент. Татарстан на своем примере помог сохранить мир на полуострове. Делегации нашей республики, в том числе во главе с Рустамом Минихановым, не раз встречались с крымскими политическими лидерами. Мы просто показали, что мы, Татарстан, в нашей России, живем мирно, демократично, что нас, татар, никто не душит. Мы учимся, мы работаем, мы любим, толерантные. Вот церковь стоит, вот мечеть стоит. Это разве плохо? Уже 5 лет Татарстан помогает готовить для Крыма управленческие кадры. В республике была запущена специальная программа. К нам приезжают учиться крымские студенты. Так, экономика и госуправление полуострова получили уже около 100 специалистов. Делились с ними самыми необходимыми знаниями по
формированию экономики, по организации деятельности предприятий, по возможностям заимствования того опыта, который есть у Республики Татарстан и который можно тиражировать в Крыму. И это далеко не весь вклад Татарстана в воссоединение Крыма с Россией. Спектр огромен. Это и нарастающий товарооборот, турпоток, культурный обмен и просто дружеские связи. Елена Веселова, Дмитрий Аринин, Александр Лобанов, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Что объединяет Крым и Татарстан? Пейзажи, ответит художница Светлана Медведева. Ее выставка открылась в Национальном музее. На картинах природа северного и южного регионов России. Наш корреспондент Зарина Ахметова побывала сегодня на берегу Черного моря. Мысленно. На этой работе заливка цветом идет небо, потом от куска идут облака и перехожу плавно к нижнему плану. Ни масло, ни акрил, а только гуашь. Все работы на выставке написаны этой краской. Именно благодаря ей художнице удалось найти свой стиль. А началось все в Крыму. В 2015 году я ездила в Севастополь на мастер-класс к одной севастопольской художнице. Она работала именно гуашевыми красками и попросила меня привезти именно этот материал. 25 работ – это природа Крыма и Татарстана. Почему эти две республики? Потому что их больше всего любит автор. То, что объединяет на самом деле наши республики, это взаимная любовь народов, это те люди, которые живут и в Крыму, и в Татарии, это татары, это русские, это украинцы. Общее можно найти и в пейзажах. Например, печища на правом берегу Волги очень напоминают виды крымского города-героя. Потому что в Севастополе тоже такие откосые берега у моря и чем-то перекликаются. А на этой картине художница изобразила свое любимое место в Крыму. Это мыс Фиолент. Впервые она побывала там более 10 лет назад. Позже оказалась там снова и настолько впечатлилась пейзажем, что буквально за 4 дня нарисовала картину. Картины очень понравились. Они очень яркие, насыщенные. Я был сам прошлой осенью в Крыму, и вот когда я увидел тут некоторые пейзажи, мне как будто что-то вот навеяло вот эти воспоминания. Такое ощущение, как будто прям запах и вот пыльца прям в ноздри входит. Выставка картин Светланы Медведевой открыта до 12 апреля. Потом автор мечтает увезти свои работы на полуостров. Зарина Ахметова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. В российский кинопрокат на этой неделе вышел фильм Алексея Барыкина «Водяная». Картина в жанре фэнтези по мотивам произведений Каюма Насыри и Габдуллы Тукая. Фильм татарстанских кинематографистов будет транслироваться в 250 кинотеатрах 54 городов России. Правда, география будет расширяться и за пределы страны. Посмотрела «Водяную» и Алия Хайрудинова. Это Шамаэль. Он защищает дом от злых духов. А это Суанаса, водяная ведьма, которая живет в озере. Фильм не заявлял о кастингах. Сценарий писали, держа в голове образы известных актеров. Фанис Диганшин играет Хазрата. После премьеры, говорит, поздравляли. Была и критика. Но неужели все татарские женщины так же некрасивы, как Водяная? У каждого ведь свои тараканы в голове. На вопрос, что их волнует, пытаются найти ответы через этот фильм. Идею фильма режиссер Алексей Барыкин лелеял в душе давно. Сценарий не раз переписывался. Долго искали и локации. Нашли в деревне Большие Ачасыры, где жил Каюм Насыри. Именно его «Водяная» и стала главной героиней фильма. Ой, да изумительно красиво. Да в Голливуде что там? Это же пальмы и там солнце, да? У нас изумительно красивые пейзажи. «Водяная» — первый татарстанский фильм, где широко используют сложный грим, трюки и компьютерную технику. Над «Водяной» работали 2 года. Фильм был отснят в 2016 году после кропотливый постпродакшн. Первый татарстанский блокбастер поражает своими спецэффектами. К примеру, «Водяная» ходит по воде. Для этого на озере были сделаны специальные мостки. Многие казанцы уже успели оценить фильм. Очень неплохой, очень хорошая сказка. Для меня я открыла для себя нового писателя татарского. По крайней мере, я не жалею, что сходил на этот фильм. Сюжет, в общем, неожиданным, с неожиданными поворотами. Особенно понравились спецэффекты, что там есть водяная, она и летает, и ходит по воде, что действительно это смотрится эффектно. О прокате фильма сейчас договариваются с Индией, Вьетнамом и Венгрией. Казахстанский зритель уже наслаждается татарстанским продуктом кинематографа. Алия Хайрудинова, Айдар Кунафин, ТНВ, Казань. Все самое интересное в нашем субботнем обзоре в сети от Армана Костаняна. Я же не прощаюсь. Увидимся в 21:30.
Всем привет! Суббота, вечер, на дворе уже идет 16-й день весны. Но, судя по тому, что творится на улице, идет 106-й день зимы. Но мы не грустим, только позитив и в душе, и на улице, и самое главное в интернете. Это рубрика «В сети». Начнем. На озере Кабан на этой неделе был замечен шаман. Да-да, вот такое у нас весеннее обострение. Причем пользователи все гадали и гадали, зачем он там стоит и что конкретно делает. Но самый популярный вариант, что вызывает весну, но, судя по погоде, у него это плохо получилось. А может, это именно тот мужчина, который осмелился подарить своей девушке на 8 марта шампунь и гель для душа. Далеко не отплывая от озера Кабан, именно там открылся новый горнолыжный курорт для уточек. Да-да, уточки устроили на озере покатушки. На шагающих хотят быть похожими, хотят быть похожими, хотят. Можно хвостик отряхнуть и пуститься в дальний путь, и пуститься в дальний путь. Так что снег в Казани не растает до тех пор, пока уточки не накатаются. А может, как раз-таки тот шаман и призвал уточек? Да нет. Ну а сейчас пришло время для нашей традиционной рубрики «В сети» с президентом. Эта неделя президента началась так же, как и прошлая, с рыбалки. Но в этот раз уже есть серьезный улов. Далее заседание Совета по предпринимательству. И тут у нас самая молодая участница, которая продает в интернете слаймы. Слаймы – это такая желеобразная штука, которую просто мнут и расслабляются. Такой антистресс. Сейчас все дети подсели на эти слаймы. Ну и президент уже прорекламировал среди чиновников данный продукт. Очень угощающенько. От нервов точно. Затем Рустам Минниханов отправился в Сочи на конкурс «Лидеры России». И как истинный блогер держал нас в курсе всех событий. В московском метро парень хотел снять пранк, который вызвал бы бурную реакцию в сети, но, к сожалению, что только в сети. Сейчас вы сами все поймете. Парень проходил мимо силовиков и специально выронил пистолет. И как вы думаете, что дальше произошло? Ничего. Никакой реакции. Пистолет? Да ладно, с кем не бывает. Ну, рядовая ситуация, не стоит переживать. В следующий раз кто-нибудь выронит гранаты, они еще больше смеяться будут. Весело же. Каждый месяц, я бы даже сказал, каждую неделю запускается какой-нибудь челлендж. Так вот, парень выложил фото до и после уборки и тем самым, сам того не подозревая, запустил челлендж. Люди со всего мира теперь убирают мусор и делятся фотографиями в соцсетях. И многие считают, что это самый лучший челлендж, который мог бы быть. Лайк, ребятам. Мы тоже решили поучаствовать в этой акции и всех вас, дорогие зрители, призываем к этому. Давайте сделаем мир чище. А сейчас топ-тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте поздравления с 8 марта. Видимо, многие парни до сих пор не успокоятся. Ну, или девушки сами себе ищут поздравления. Далее в топе премьера фильма «Капитан Марвел» и «Прощенное воскресенье», которое прошло, как бы это логично не звучало, в минувшее воскресенье. На этом сегодня все. Пишите, присылайте свои новости, фото и видео. А напоследок вам вот такой вот милый и забавный малыш. Будьте в сети. Пока. В автоцентре «Марка» весеннее обострение. Автомобили Nissan отдаем без наценки. Заберите свой Nissan без переплат на Чуйкова 54Б. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Водяная. В кинотеатрах России с 14 марта. Традиционные хлеба и булочки, заварные и бездрожжевые изделия, пряники, печенье, мармелад к Великому посту. От Казанского хлебзавода номер 3. Новая «Лада Гранта» держит слово. Автоцентр «Парус».
Всей семьей на бранче в Корстон. Развлечения, аттракционы, мастер-классы, шведский стол. Любимые напитки приносите с собой. Каждую субботу и воскресенье встречаемся в Корстон. Подробности 279 30 79. Бранч, поздний завтрак, 0+. Государственный ансамбль танца «Марий Эл». 17 марта. ДК Ленина. В санатории УВА новая программа «Релакс» на 5 дней. Подробности по телефону в Ижевске 78 05 71. Сибир трактындагы Ладокан авто дәүләт программасын кабат эшләтеп җибәрә. Сезнең беренче гаилә автомобилегез 207,169 сумга кадәр файда белән. Программаның гамәлдә булу вакыты шикләнгән. Лада машиналары хуҗалары булырга өлгерегез. Кан авто. Сибир тракты 48. 30 марта в 18:00 Государственный Кремлевский дворец. Большой юбилейный концерт Гузель Уразовой в Москве. 15 лет вместе. С юбилеем поздравят Витас, Сагдиана, Дина Гарипова, шоу-балет Тодес, звезды российской и татарской эстрады. Билеты на сайте уразова.ру, на сайте и в кассах Кремлевского дворца. Без возрастных ограничений. Болгар радиосы тәкъдим итә. Концерт түгел. Могҗиза. 29 март. Пирамида. Башкалардан читтә калма. Килеп күр. Здравствуйте! Поговорим о погоде после полезной информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. danil-master.rf. Телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, 17 марта на юго-востоке Татарстана будет ясно, около 2 градусов со знаком плюс. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге переменная облачность и без осадков. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске синоптики обещают облачную погоду с прояснениями до 2 градусов выше нуля. На северо-западе, в Варске, в Кукмаре-Балтаси временами выпадет снег, тут +1. Для северо-запада 17 марта будет облачным, временами со снегом и около 1 градуса выше нуля. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше переменная облачность +2, временами выпадет снег. В последующие дни осадков станет меньше. Спонсор прогноза погоды – клиника Фармте. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам, без боли и операции на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Остеохондроз, грыжа, протрузия, болезни позвоночника могут надолго выбить вас из колеи. Выход есть. Современные технологии и эксперты клиники «Доктор Ост» помогут справиться с этими проблемами без боли и операций. Запишитесь в «Доктор Ост». Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. О погоде в столице. В Казани ожидается переменная облачность, временами возможен небольшой снег. Дневные температуры 0+2. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 84%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.